Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня, 24 октября, в Кохи-Бурбат основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с руководителями и активистами Федерации независимых профессиональных союзов республики. 24 октября в Кохи-Бурбат основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с руководителями и активистами Федерации независимых профессиональных союзов республики. На встрече президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выступая с глубоким анализом ситуации сферы, подчеркнул, что целью встречи является рассмотрение и обсуждение нынешней деятельности Федерации независимых профессиональных союзов республики, нахождение новых путей укрепления сотрудничества правительства страны с крупнейшей и авторитетной общественной организацией, ее участие в осуществлении мер по благоустройству и созиданию во имя продвижения и развития страны. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Республика Таджикистан с 1993 года является полноправным членом Международной организации труда. Таджикистаном признана 51 конвенция и 22 рекомендации этой организации. Все эти документы непосредственно направлены на повышение социального уровня, достойный труд и обеспечение безопасных и благоприятных рабочих условий. Социальная защита населения всегда находится в центре внимания правительства Республики Таджикистан. С самого начала независимости в стране осуществляются экономические и структурные реформы, а нормативно-правовые основы социальной защиты народа страны постепенно совершенствовались. С обеспечением устойчивого развития национальной экономики и поэтапных реформ государственного финансового управления доходная часть государственного бюджета с 6 миллиардов сомани в 2009 году доведена до 23,8 миллиардов сомани. То есть за 4 последних десятилетия она увеличилась в 4 раза. В дело достижения этих успехов наряду со структурами государственной власти также вносят вклад профессиональные союзы. Они в качестве массовой народной организации несут ответственность за участие в общественном управлении, воспитании кадров, решении актуальных проблем жизни и обеспечении социальной справедливости, создании благоприятных условий для деятельности работников сфер национальной экономики, и поэтому им надлежит принимать необходимые меры для осуществления своих задач и законных полномочий. Профессиональные союзы, как массовая организация, должны осуществлять свою миссию по защите достижений государственной независимости, укреплению мира и стабильности по всей стране, национального единства, защите социально-экономических интересов членов профессиональных союзов и созданию достойных условий жизни каждого работника. Президент страны подчеркнул, что профессиональным союзам также в своей ежедневной деятельности необходимо осуществлять общественный контроль над соблюдением трудовых социально-экономических прав, мероприятий по защите труда и выполнению санитарно-гигиенических правил на предприятиях и в учреждениях, независимо от формы собственности. В завершении глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, с уверенностью заявил, что руководители, активисты и члены независимых профессиональных союзов Таджикистана и в дальнейшем должны верно служить во имя создания достойных условий работы и жизни славному народу нашей любимой родины Таджикистана. 14 октября текущего года в Кохи-Бурбат состоялась встреча основателя мира и национального единства, лидера нации и президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с работниками сферы промышленности республики, на которой глава государства проанализировал реальную ситуацию в сферах национальной экономики, в частности в промышленном секторе, и дал соответствующие рекомендации по дальнейшему развитию отрасли, способствующей реализации 4-й стратегической нашей страны – ускорения индустриализации. Уважаемый лидер нации дал всесторонний анализ развития промышленности на сегодняшний день, определил темпы роста последние годы промышленности, которые составили около 12%. Это очень большой рост. Однако он отметил, что для реализации и достижения 4-й стратегической цели, которую мы объявили, ускоренной индустриализации, данных темпов недостаточно. В качестве примера он привел, что удельный вес промышленности валового внутреннего продукта страны в 1991 году составлял 25,4%. В настоящее время удельный вес составляет 17,3%, то есть мы еще отстаем.
Мы должны не только достичь эти темпы, удельный вес 25 тысяч, но и превзойти его, как отметил президент, поставил цель, до 30%. Это можно сделать только совместными усилиями через развитие предпринимательства и государственно-частного партнерства. Большое внимание было уделено президентом таким вопросам, как, допустим, переработка концентратов металлов. Он поставил задачу, чтобы мы добились производства не концентратов, экспорта концентратов, а выплавки металлов. Мы сегодня только с вами, кроме золота, серебра, выпускаем металлическую сурьму и свинец. Но мы имеем все возможности выпускать цинк, олово, вольфрам, медь и другие металлы. Это огромный резерв роста промышленности Республики Таджикистан и пополнения бюджета за счет экспорта металлов, а не концентратов. Как вы понимаете, металлы стоят в десятки раз дороже, чем концентрат. И вся прибыль получается за рубежом, когда мы вывозим только концентрат. То есть совместное предприятие, где наша доля составляет 25% всего, мы за концентрат получаем свою долю, а остальную прибыль получают зарубежные страны. Кроме этого, мы имеем возможность перерабатывать сегодня хлопковое волокно 80 тысяч тонн. А мы выпускаем всего около 25 тысяч тонн. То есть огромные резервы здесь у нас. Особенно хочется отметить его перспективу развития шелководства в Республике Таджикистан, чтобы не потерять древнейшие наши навыки ремесла в Республике Таджикистан, в частности по выпуску атласа и адраса. Что касается повсеместному развитию пищевой промышленности, в каждом населенном пункте он дал задание, чтобы были организованы цеха по выпуску молока и макарон, допустим, макаронных изделий. Кроме этого, как выступали некоторые предприниматели, он дал указание повсеместно развивать швейные цеха. Безусловно, те проблемы, которые поставил перед промышленниками страны его превосходительство лидер нации, они требуют очень много работы. В частности, он отметил, что надо всемирно развивать машиностроение. Без машиностроения развитие промышленности невозможно. Он отметил, что только с учетом того, что мы сейчас с вами добились существенных результатов развития гидроэнергетики страны, как раз обеспеченность электроэнергией позволяет обеспечить развитие промышленности страны. Он поставил задачу всемирно развивать черную и цветную металлургию. Если мы сегодня знаем с вами цветная металлургия, у нас представлена добыча и переработка золота, серебра и алюминия, то теперь он поставил задачу своевременно провести реконструкцию таджикского алюминия, Талко, алюминиевой компании, и увеличить в перспективе, с учетом реконструкции, которая будет происходить с китайскими инвесторами, сначала обеспечить выпуск 300 тысяч тонн, а в перспективе до 1 000 000 тонн. Кроме того, он отметил, что необходимо развивать черную металлургию как сырье для наших строительной индустрии. Мы с вами сегодня знаем, что мы добились очень больших успехов по выпуску цемента. Обеспечили не только внутренний рынок, но и его экспортируем. Такая же задача ставится по обеспечению строительными материалами из металлов, арматура и так далее, и так далее, и так далее. Потребность которой составляет около 170 тысяч тонн. Ну и последнее о спорте. Национальная сборная Таджикистана по футзалу, одержав вторую победу в ряду отборочном турнире чемпионата Азии 2020, который проходит в иранском городе Урмия, досрочно завоевали путевку в финальную часть соревнования. Во втором туре отборочного цикла объединенной центральной и южной зоны в группе А подопечные сербского специалиста Деяна Дедовича обыграли сборную Афганистана со счетом 5-2 и вышли в финальную часть чемпионата Азии, которая в следующем году пройдет в Туркменистане. Напомню, национальная сборная Таджикистана по футзалу стартовала с крупной победы в отборочном турнире чемпионата Азии 2020. В первом туре объединенной центральной и южной зоны группы А таджикские футзалисты отправили 6 безответных мячей в ворота сборной Непала. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами и до встречи.